Всем доброго утра. Хотя утро сегодня у нас далеко не доброе. В общем, с половины шестого уже проснулись, перекусили, позавтракали. И тут у нас поломка. Лопнула пружина на стартере когтя Динго. И все уже в крови, все уже порезанные. Общими усилиями пытаемся поставить пружину на место. Да. Один вариант, второй вариант, третий вариант. Да, уже 10-й вариант. И что-то пока ничего не получается, уже третий час пошел. Третий час, да. Кровушки уже пролили немерено, все порезаны уже. Кроме меня, я еще там не был. Я камеру держал. Я смотрящий. Нет, а что мы так это? А веревку потом как мы за это? Да, господи, отсюда просунешь сюда и все. Надо же, чтобы ее намотало, да? Так намотаешь же. Когда? В общем, Попасть бы, блядь. как все сделаем, так и поедем на рыбалку. Термоса уже все заправлено. Немножко, в принципе, перекусили. Я не знаю, будем завтра готовить что-то, нет, Валер? Завтрак будем что-то готовить, нет? Ну так-то да, вон яйца еще можно, что. Чай еще потом, перед выходом попьем, да и все с собой возьмем. Как-то вот так. Сделаем и поедем. Солнце ближе к полудню, время 9:52. Мы еще собираем Стартер. Мы еще никуда не поехали. Григорьевич говорит, вся голова у Хариуса уже синяя. Бьется об лед, выглядывает. Лунки не сделаны. Лунки нет, бьется, говорит, бьется, а мы тут все стартером е-е. Е-е, е-е-е-е-е. Тун-туру-дун-туру-дун-тун-тун. Ничего на свете нету. Ну, мы тоже как можем помогаем там. Кто советом, кто еще чем-нибудь. В общем, Иван Григорьевич сказал, что нельзя бабу Е в автобусе или на Красной площади. Очень много, говорит, советчиков, блин. Так и получается. Вот троем советуем, двое делают. Блин. Ну, в общем, мы все это помогаем. Мы делаем общее дело. Да. И мы победим. Да, Валер? Победа будет за нами. По-любому. Вот, накалили гвоздичек. Вот тоже это. Вот, до красна. До красна. Теперь вот это будем все делать. И пошел Во-во-во. дым. О, Насквозь. Дымчик. О, Все. а говоришь, не войдет. Не войдет. А говоришь, не войдет. А можно и не надо. Фу, блин. Что? Вонючая. А не войдет это. Вот взял, отвертку сломал. Веревка не выйдет. Вот у тебя вообще-то был, блядь. Это не у меня. Нет, а Гена пробовал. Нет, там это слизан уже плюс. Да. Только под минус надо было. Плюс слезали уже. Почему не войдет? Здорово, да, вот так? Когда можешь дать дельный, умный совет, это, я думаю, помогает больше, чем вот это бессмысленные попытки сделать что-либо. Своими руками. Раз. Вы бы видели, с чего это начиналось. Быстренько собрали стартер, пошел Игорь закручивать. Оказывается, все не так. Оказывается, все-таки пружина сломана, и мы все это обратно. Ну, грубо говоря, где-то с половины седьмого это начали делать. 7, 8, 9, 10, 3. 3,5 часа уже, получается, мы занимаемся вот этой ерундой. Как бы, ну не знаю, вроде бы что-то намечается, получается. Время к обеду, решили уже, что в обед с собой не брать, сразу пообедаем. И потом уже пойдем на рыбалку. Заодно потеплело, уже 18 градусов, было 22. Так что сейчас выйдет солнышко и будет еще теплее. Так что близок час победы. Ура, мы гоним. Гнутся шведы. Да, на улице уже жарко. Не жарко. Сейчас солнце поднимется, жарко ходить. Вот сейчас рассольничек подогревается, сейчас пообедаем и поедем, и уже без обеда можно будет чистый чай взять и все, пряничками. Ждем, осталось немножко. Ну вот и вроде получилось. Динго рычит, завели дингу, значит стартер работает. Ну теперь можно, пора и нам одеваться тоже, значит. Перекусим сразу, да поедем. Заодно и потеплело на улице. Правда, рыбачить времени мало уже остается. Ну ничего страшного. Зато рыба подросла, да, Иван? Мы будем
Иван, зато рыба подросла. Да, рыба Толще стала, жирнее. толще. Нам только толстых не надо. Все. Обедаем и выдвигаемся. Итак, первая остановка Щучья. Это там, где стояла наша жерлица. И где мы перед уходом вчера вечером насадили 2 малька. Что мы видим? Резинка валяется в стороне. Значит, удар был. И жерлица, в принципе, размотана, но вроде как не до конца. А нет, до конца. До конца размотана. И зацеп. И зацеп. Получается, щука все-таки наша попала на крючок и замотала об какую-то корягу. И сейчас будем пробовать. Сейчас будем пробовать отцеплять ее. Ты сразу раскапываем, да? Ну да, что? Давай этот черпачок. Зацепила. Все-таки она куда-то понесла. Вон. Опа. Отцепила. Это лед был. Отцепили. Ну-ка давай размотаем на всякий случай. Проверим, что там творится. Это не коряга. Это походу просто лед был. Так, никаких потяжек не чувствую. Скорее всего, она 4-й раз нас по бороде провела. Будет просверлить, потом буром по новой делать отверстие пошире лунку. А что там учится? Посмотреть надо, есть, нет сначала. Ничего нету. Ничего не идет. И на этот раз она нас обманула. Блин, ну какая она хитрая, а, собака. О, и малявок съела. Сожрала. То есть был свод, получается. Она их сбила, попалась, билась и разбилась. Ромка, пробури здесь. Убери в сторону. Пробури здесь отверстие больше. Короче, опять нужен живец нам. Вот здесь? Не, вот здесь. Все. Здесь тоже можешь пробурить. 4-й или 5-й раз она нас опять провела. Вот такой небольшой уже двойничок, думаю, чтобы для заглота. Нет, опять мимо. Ну что, пробурим лунки, попробуем. Может, все-таки собралась, может, что-то пришло. И чем черт не шутит, попробую погонять ратлина. Может, хапнет на ратлин. Понеслась рыбалочка. Так, ну что, пока тишина. В общем, погонял я ратлина, что вчера гонял, серенького с красными глазками. Бесполезно. В общем, поставил балансир. Вот такой вот желтенький балансир. Сверху зеленый, снизу желтый. По крайней мере, на этот балансир я щуку на озере как-то ловил. Правда, одну. Не знаю, это случайность была, не случайность, но я ее поймал. И сейчас буквально по 1-2 минутки попробую. Ну, шансы, конечно, минимальные, судя по тому, что как она себя ведет, как мы видели ее в камеру. Если она не берет живого живца хариса, то навряд ли она возьмет искусственного балансира, искусственную рыбку. Но, как говорится, чем черт не шутит. У нас осталось 2 дня, чтобы поймать эту хищницу. Хрен не знает, получится, не получится. Не клюет? Что-то тепелявка какая-то. Вот писелявку надо поймать, чтобы жерлицу поставить. Я поэтому и не ухожу. На стоячку попробуй. Надо нам поймать живца. Вчерашний ёрш там, наверное, замерз, да? Ну, наверное.
Вот плотвичку бы вчерашнюю сюда, то как бы был бы шанс, конечно. Но мальками она, смотри, тоже не побрезговала. А балансир ни Ратли ничего не хочет. Посмотреть камеру, здесь она нет. Что-то пока неохота доставать. Мы вчера ее наснимали. Мы вчера здесь потеряли полдня, а сегодня и так поздно выехали. Поймать одного живца, закинуть жерлицу, доехать дальше нафиг. Все, хватит баловаться. Не хочет, как хочет. Ну вот, наконец-то и первый хариус. Но он далеко не живец. Для живца он не пойдет. Но если мы сейчас в течение минут 10-15 не поймаем никого, в смысле живца, то на нимфу, да? Угу. То мы с этого хариуса, сейчас, подожди, запутай, держишь? То мы с этого хариуса скроем живот, достанем кишки и попробую еще на потрошка поймать эту щуку. Сразу ударил. Повесился опять. Повесился. Опять клёва до сих пор нет. Ну сейчас буквально 5 минут еще пройдемся по лункам. Нет, так я скрываю кишки у него и наживляю кишки и едем дальше. Нечего здесь времени терять. Мы и так выехали сегодня поздно, а вчера здесь мы потеряли очень много времени. Пробую поймать гальяна, они тюкают, но что-то не берут них. Еле-еле тюкают тоже. Здесь вот поклевки гальяна были там, но не ловится. Так, ну что, приступаем. О! Приступаем. Вот это Ромка поймал живца. Ну, зацеплять его, конечно, целиком мы не будем. Но один вариант сейчас проэкспериментируем. Так, пока лунки не замерзли, надеюсь. Пока еще нормально все. Так, где у нас крючочек? Червячочек. Вот у нас крючочек. В общем, сначала хариуса надо оглушить, чтобы он не мучился. Все, теперь ему уже не страшен серый волк. Потом. Кого? Ну вот, не получилось. Уже нож почти. Валере стало жалко харюзина икры. Поймал мне ерша. Ладно, ерш так ерш, тоже неплохо. Секунда в секунду, еще бы на секунду позже и был бы вспорот уже. Я его уже оглушил. Ну что, попробуем. Ерша. Любит ли щука колючего ерша? Сейчас мы это посмотрим. За жабры, наверное, да? Нет. Что, думаешь, под эти? Ну, давай. Насаживать как будешь? Да. Ерша, наверное, в жабры у него маленький, он задохнется потом, если там будет что-то мешаться. Задохнуться, то не задохнуться. Просто он возьмет, а там же так и так колючка. Он подумает, что колючки выплюнет, проглотит, может быть. Ладно. Пихаем под плавник. Двойник еще туповатый немножко. Так, все, запихнули. Ну, и ловись, рыбка. Неуловимая щучка. Который раз уже мы тебя поймать не можем. Все, и валим отсюда подальше. В общем, настраиваем. Как обычно я настраиваю. Ну, как обычную жерлицу, так и эту. Только сейчас покажу, как я с помощью резинки это делаю. Может, кому-то пригодится. Катушки из-под лески я никогда не выкидываю. Это компактная жерлица получается. Не надо ни флажка тебе,
Ни подставки, даже свой плюс определенный закопаешь, подставка замерзает. А эту закопал и даже не замерзает. Вон. Находим груз сначала. Так вот, где он груз? Вот так, еще подмотать. О. Все, груз на дне. И также делаю 3 оборота. Вот запомнил вот. Раз. 2. 3. 3 оборота сделали. И потом вот, скажем, вот так, с этой стороны. Леска с этой стороны. Ну, она внутри леска получается. Снаружи. Ставлю леску сюда. Раз. Ставлю леску сюда, ставлю леску сюда. 2. Все. Теперь вот когда щука попадает, видно, да? Она просто дергает. Вот у нас в таком положении натянута. Щука попадает, дергает. Вот так, скажем, вот. Раз. И резинка падает, и она начинает откручивать. Блин, сколько мы закрутили-то так где-то, да? Я думаю, всем все ясно. Ничего сложного в этом нету. Специально выбрал самую слабую резину, чтобы держалась еле-еле на соплях. Все, в таком положении мы оставляем. Щука попадает, дергает, резинка убирается, катушка пошла разматываться. Ну а вечерком проверим. Если не вечером, так завтра утром. Может быть, получится более-менее плотвичку поймать или еще кого-то. Тогда поменяем или мелкого хорюска. А так я хотел с потрошком попробовать. Ну ладно, нет так нет. Попробуем на ерша. На ерша мы щуку еще не ловили. Че, валим? Ну, Валера еще. Ну, давай. Ну вот, переехали на новое место. Вот такая река тут идет. И тут такое расширение, типа. Сейчас мы здесь пробурились. Похожее место, я не знаю, это не это, но на таком месте как-то мы ловили. И на сужении, и на расширении, где, короче, река сужается или расширяется, может быть иногда рыба. Так что лунок 15-20 пробурим, сейчас проверим. Если нет, пойдем дальше. Погнали. Так, первый заброс. Поставил новую мормышку, перевязался. Блесенку Василия Чупина убрал. Поставил вот такую вот яркую мормышку. Иринка Баранова мне вчера отправляла. Не вчера, а отправляла похожие мормышки. Блин, узлом сейчас завязались, наверное. Похожие мормышки вот вчера Ивану Григорьевичу тоже вот целый пакетик передал. Вот поставил красно-желто. Красно-желто, короче. Мормышку, сверху нимфа. А посмотрим, что покажет. Также добавили нимфу Валерке. Не помню, чью. Или Чупинскую, или у Иринки. У меня все уж там перемешалось. Так, первый запрос, пока тишина. Молниеносного удара не последовало. Так, посмотрим по глубине. Вот нормальная глубина. Где-то метр подо льдом примерно. В принципе, рыба здесь быть может. Сейчас посмотрим, там мельче, глубже. Мельче. Все правильно, значит тут идет углубление. Ну, будем ждать поклевок. В общем, новое место нас опять ничем не порадовало. Нет, порадовало зацепом. Еле Ромка отцепился, корягу какую-то поймал там. Да, Валера он корягу поймал там. А рыбы здесь нет. Так что сейчас поедем до того места, где вчера после обеда поймали 3 крупных. Посмотрим, может там что пришло или подошло. Здесь даже камеру мочить не буду. Нафиг надо. Поехали, Ром.
Поехали, поехали, поехали. Тикс. Опять на новом месте. Вернее, на новом старом. Вчера оно было новое, сегодня старое. На вчерашнем месте, где мы поймали 3 хороших хорезов. И Валерка уже успел зацепить одного, правда, обратно выпустил. Час назад завязали нимфу, и именно эта нимфа подвела. Вот с этой лунки была поклевка. Был хариус, говорит, неплохой такой по весу, но нимфа зацепила. Облет, и хариус ушел. Так что свои плюсы есть, дополнительный шанс, бывает на нимфу лучше берет. Ну и минус небольшой тоже есть, то что цепляется облет. И еще один большой минус, это на узле обычно, если хариус снизу крупный, рвет на узле леску. Значит, один еще здесь плавает. Проплывал. И пока все. Новое место. Первая поклевка. У Ромки была поклевка. Раз, два клюнула. Возьми в руку, да, пошевели. Неактивный. И сегодня он, походу, выеживается. Да. Когда он жрать-то начнет? Когда мы уедем, что ли? Невозможно. Так мы можем же еще приехать. Не получилось. Поклевка была, я сам видал. Была, да? Да. Сошел? А, малек. А, не, жиганчик маленький. Отпусти. Мелкий жиганчик, да? Да. Этот даже... Нет, был бы возле жерлицы бы это, но он не доживет он. Перевозить его смысла нету. Я его забагрил. Да? За жабру? За подбородок. Ага, аккуратнее. О, отпусти. Быстрее, быстрее, долго в руках не держи. Или что, не оцепил еще, что ли? Нет. Уплыл? Нет. Он поверх упал. Ничего, придете, уплывет. Крупняк попер. Ой, крупняк. Ну ладно, будем надеяться, может, где мелкий, там и крупный. Обурим сейчас этот поворотик. Если нет, поедем дальше.
Так, ну что, кроме Ромкиного Васька, так мы больше ничего и не увидели. И давайте же посмотрим подводный мир данного места с помощью камеры Калипсо. И начнем мы это снизу. Пробурил вот столько лунок. Сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 лунок. И там где-то лунок 15, наверное, пробурено. Сейчас мы их посмотрим. И там уже видно будет. Есть что, здесь нету. Так, включаем сразу камеру. Так, вот так. Дно, в принципе, чистое, хорошее, красивое. Давайте смотреть вместе. Включаем. Дно обалденное. В принципе, в таких местах хариус вполне может проживать. Травка, камушки, течение, все есть. Коряги тоже вот есть, вижу. Вот она. Вот она там, коряга. Где она? Ну. Вот она, коряга. Рыбы нет. Поехали дальше. А рыбы все нет и нет. Опа. Опа, сразу бревно. А я тут только что удочкой. Вот она, дубина какая здесь. Так, течение идет ниже. Значит, получается, она слева от берега. Ближе к берегу бревно. Бревнище. А рыбы и здесь нет. Все, посмотрю третью лунку. И не будем тратить место на карте памяти. Если пусто, то пусто. Будем выключаться. Вот место, в принципе, хорошее. Камушки. Рыба раньше здесь бывала. О, Валера одного выдраконил. Небольшого. Так. Один Васечек. Дружочек. Тут нету. Ладно, выключаем. Как увижу, сделаю выключение. Выключаю. Будем смотреть без записи. Че, Рома поймал? О, Янцикадан. А сколько стоял там, да? На полкило, не меньше. Тоже какает, да? А. Вот Васька выпустил. И он за 20 минут подрос. Хорошенький. Ну, наконец-то хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Мы уже, думаю, посмотрю, если никого нет. Будем переезжать на другое место. Как тут вон. Сначала Валерка, потом Ромка. Видать, что-то проплывало. Снизу вверх или вверх вниз. Хрен его знает. Но мы уже здесь сколько? Рома тем более на одной лунке все сидел. Даже не переходил никуда, да? Да. Дождался, как чувствовал, что что-то там будет. Самое прикольное то, что он хвостом задержался за лед, а я-то вычистил начисто.
И видно, он как хвостом держится. Голова и в лунке, а хвост не дает пройти. Ну вот Янскадан. Пока мы наблюдаем подводный мир, мужики даром время не теряют. Ну а под водой не видать никого. А он есть. Мы его не видим, а он есть. Вон какое место. Камушки, чистое дно, блин. Чего им здесь не плавать, блин, а? Вы нас узнаете, нет? Вы когда-нибудь видели вот такое вот чаепитие? Просто чаепитие. Прянички, конфеты, бараночки, словно лебеди саночки. И Чайковский. И больше ничего. А что, все равно рыба не ловится. Сегодня без рыбацкого. Потому что его нет. Потому что он закончился. Потому что мало взяли. Немножко не подрасчитали. Ничего страшного. С чаем тоже можно рыбу ловить. Аж поперхнул. Ваше здоровье. Похлопай. Вот ты сам все пошел. Ческит. Ческит. Так, ну вот и у меня дело сдвинулось с мертвой точки. Новое место нам дало. Вот один хаюзок у меня клюнул. Ромка поймал одного. Валерка поймал одного. И, говорит, был один сход, вернее, даже обрыв лески. Так что ушла и мормышка, и нимфа. Что привязали, все ушло. Видать, по узлу оборвало. Про что мы сейчас и говорили. Я говорю, свои плюсы нимфы, конечно же, есть. Но свои минусы тоже. Когда крупный попадает хариус, на узле лопается. Ну, тоже сколько вот уже лунок 20, наверное. Каждый по одной штучке. Солнце тем временем... О, была поклевка. Была поклевка. Поклевочка была, друзья, поклевочка. Но походу укололся. Такой же, не меньше. По весу было. Но если я ощутил вес, значит он, скорее всего, укололся. Очень вялые поклевки. Обычно хариус бьет, а тут он просто нюхает. Вот, подкинул. Сейчас опять был. Вот, ну это маленький. Это Васечек на нимфу. Совсем малыш. Это не этот был. Иди гуляй. Это малышочек, Васечек. А там он так потянул хорошо. Пошли поклевки уже хорошо. А то же вообще тихо было. Но очень робкие. Еле-еле. Может, ближе к вечеру поклюет. Вон вчера Иван Григорьевич с Игорем тоже говорят. 4 часа только поклевки пошли. До 4 ни одной поклевки не видели. Когда ловиться начнет хариус, хрен его знает. Так, ну что? Вроде ребята нашли немножко хариуса. Замахали руками. Пойдем смотреть. О, открыто. Это ты пробил или открыто было? Корка какая-то была, я буром толкнул, она уплыла. А, только корочка и все, да? Вот рядом вот такие промоины. Чуть левее бы проехал на буксировочке, но в принципе я бы не проехал. Рядом. Тоже получается, скорее всего, это. А там? Да, там чуть-чуть.
Ну, буранка все равно протоптана, она промерзнет. Но первая оттепель и все. Вон, Рома одного, Валера двоих. Там глубже, да, уже? Там мелко, да, там трава. Не лезь туда. Ну слушай, это у меня тут тоже трава, травой вытащил. Трава, вот тут вот ямка, тут вот можно еще пару луночек сделать. Здесь хорошие чушки есть. Бывают, по крайней мере. Пойду на свеженькую лунку закину, да пробурю хорошим буром. Хорошими ножами. Или бурят еще? Конечно. Так, ну что? Бамс. Сделай. Бамс. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну я вот сейчас вот этого даже глубину найти не успел. Сразу хотел, да? Ну, значит, вечерний клев все-таки есть действительно. Если есть, получается, берет. Да? А днем выеживался. Вон, видишь, здесь уже глубже. Тут ямка, да, вот тут. Тун. Этого здоровяка даже там, помню, вроде ближе к берегу там пойму. Один и был? Походу. На что взял, на нимфу, на мормышку? На них. Мормышка настолько здоровая, что тут ртов таких походу нету. Ни одного, наверное, на мормышку не поймал. А там же есть поменьше мормышки, нет? Зато лед пробивает. Ну да, с одной стороны. А? Да-да, глубже, глубоко там. Вот здесь вообще глубже еще должно быть. Что, есть поклевки, да, Валер? Ну что, да, дурно. Ну, плотность все равно такая небольшая. Ни хрена. Так, как хорошо все начиналось, так все быстро и закончилось. 3 штуки выдернули, мы думали, что на этой ямке что-то есть, обурили. И нифига, оказывается, здесь нет ничего интересного. В принципе, тут можно еще вот этот поворот полностью обурить. Что сейчас мы и будем делать. Просто хочется посмотреть в камеру. Так, ну давайте напоследок посмотрим еще один раз подводный мир этой замечательной реки. Нашу подводную камеру Калипсо. Посмотрим, что есть, что нету. Включаем. Так, включаем. Камера замерзшая. Вся замерзшая камера. Ничегошеньки не видно. Так, тут что? Не понял. Тут нифига не понимаю. Или бревно, или глубины нет. Одно из двух. Что-то никуда не достучался. Мать. Так. Так, ага, вот здесь. Здесь мы видим камушки. Мелкая глубина, течение, травка. Травка зеленеет. Солнышко блестит. А Хариуса нет. Пойдем глянем возле берега, что там творится. Угу. И здесь Хариуса нет. Мало, очень мало. Поехали дальше. Груз привязал на камеру, так сейчас обращаться стало легко и просто. А так раньше попробуй ее было запихнуть в шугу, блин. Не так-то это было и просто.
Нету. Видать, что было немножко. Здесь 2 штучки, там 3 штучки. Поймали, все. Обнадежило, как говорится. И все. Но тут еще плавает где-то один крупный хариус, если никуда не ушел, который оборвал у Валеры леску с нимфой и с мормышкой. Где-то он здесь есть. Интересно было бы, конечно, хотя бы посмотреть на него. Если не поймать, хотя бы увидеть. Так, это что у нас такое? Водоросли всякие. Всякие разные. Так. А хариуса нет. Хариуса нет, нет, нет. Ладно, пошли дальше. Оказывается, его просто нет. Я-то думаю, что он не ловится, а его здесь нет. Или мы его не видим, или он спрятался, или он гасится от камеры. Ладно. Выключаем. Сами будем смотреть пока без камеры, без записи в смысле. Если что увидим, покажем и вам. Пока выключаемся и здесь. Солнышко спряталось за горизонт. Промониторил, короче, все лунки, посмотрел подводную видеокамеру Калипсо. Ни одной живой души, ни одной рыбки я не увидел. Это как бы, конечно, ничего не говорит, то, что здесь рыбы нет. Но если бы она была, все равно что-то было видно. Вот весь улов с этого места. 5 харюзов. И там вот у меня 6-й. Это с этого плеса, где ловил я и 15, и 20, и 30 штук бывало. Это ни о чем, вообще ни о чем. Нигде рыбы нету. По 1-2 штучки, по 2-3 штучки на весь плес, по всей реке. Там, не знаю, будет она, не будет. Придет она со свежей водой, с активностью, выползет откуда-то, сплавится, поднимется, не знаю. Но пока объехали огромную территорию этой реки и рыбу так и не нашли. Ну и ладно. Будем удвигаться в сторону избы. Валера упорно хочет выдернуть своего оборванного оковалка. Кстати, да, вот леску он оборвал здесь. Только вниз еще я не ходил, не смотрел. Вниз. Здесь я смотрел. Беглеца не обнаружил. В общем, куда-то он слинял. Так что сейчас еще буквально минут 5-10 пройдемся по старым лункам. А вдруг он тюкнет. Вдруг он отошел. И будем выдвигаться в сторону избы. На сегодня хватит. Примерно наловили столько же, как и вчера, и как позавчера, да? Примерно столько же. Ни больше, ни меньше. Норма. Если мы за 3 дня наловили столько же, значит каждому по столько же примерно. Каждому по жарёхе. Смешно. Да и ладно, бог с ним, что. Если бы мы хотели поймать больше рыбы, мы выдвинулись бы 5:30 утра, как проснулись бы. Мы же пока то да сё да. Главное не рыба, главный сам процесс. Правильно? Правильно. Сняли вчерашнюю жерлицу, что кидали на ямке. Никого не было. Вот эта плотвичка вчерашняя. И маленький харюзок. Вместо живца. Сейчас на эти 2 живца всю тяжелую артиллерию, то есть еще 2 жерлицы поставим туда. Там, считай, есть уже ёрш. Поставим, если, конечно, щука не попалась там еще. Может быть, она уже там висит. Будет ёрш, будет плотва и будет хариус. В разных местах поставим, где она там плавала. И посмотрим, кто кого. 2 живца у нас есть.
Ну вот и все на сегодня. Ерша наша щука взять не захотела. Вот у нас ершовая жерлица. Сюда же мы воткнули недалеко жерлицу с плотвой. И сюда же вот чуть дальше, метров 15, воткнули жерлицу с маленьким хорюском. 3 жерлицы. На любой вкус и цвет. Щука одна. Посмотрим, что она будет предпочитать. Что она предпочитает есть, лакомиться. Ну, до упора мы пытаемся ее поймать. Все равно. До последнего. Ну и традиционное подведение итогов. Громко не смеяться. Но что есть, то есть. 9 штучек. 5 более-менее достойные и 3 чуть поменьше. Ну как, поменьше, ну что теперь. Что есть, то есть. Потихонечку царапаем. На 3 жарехи уже за 3 дня нацарапали. Завтра 4-й, последний день. Посмотрим, что он завтра нам принесет. А теперь дуем в избу на всех парах. Сколько градусов уже? Холодает, однако. Ух ты, градусников ничего не видно. Уже 20 градусов. Я говорю, чувствую, холодает на глазах, блин, просто это. Так что быстрее в теплую избушку. Валим. Дай, дари, дари, да, дай. Что, стоя поедешь? Нормально? Ну, сегодня Григорий с Игорем приехали чуть пораньше нас. Главное, одновременно. Вчера они на минуту позже, сегодня мы на минуту позже. Ну, это мы пока воду набирали. Оцепили? Да. Все, еще один рывок. Я говорю, сегодня вы на минуту раньше приехали. Вчера вы Что встали, ни хера ничего не ловится вообще, блядь. одновременно уже. Вчера и сегодня одновременно приезжаем. Ни хера ничего. Морозит прямо на глазах. Возит, да? Сколько 20 градусов у меня было показало. у меня? Нет, у меня стало минус 14. Не, какой 14? А двигатель греется, наверное. Ну, где-то на сидушке, что ли, эта хуйня стоит. 19. Но здесь 19 тоже стало, видать. Это, на реке-то, холоднее. на реке холоднее. Здесь 19. Ну все, ждем Григорьевич как руководитель этот дорожного движения, регулировщик, то есть. О, что, избушечка. Мы опять всей командой есть. Тепло. Ты, Игорь, опарышей забыл? Нет, я это красных оставил. Красных оставил, они замерзнут здесь. Я их чуть выше положил, на полу могли... Я думаю, забыл, что ли. Вот так. А там что, еще что-то клеит, что ли? Конечно. Я же чурку пихнул, вот. Тут еще, блядь, можно разжечь. Иначе бы ты что, это замерзло бы уже, все.
Какие эти дрова или с улицы кидаем? Да без разницы там. Что те сухие. Разжечь чуть-чуть. Все, как ваш улов сегодня? Я же говорю, никак. Вообще пустые. То есть, сколько там, штук 5-6, наверное. Ну, у нас 9 штук. Ну, да, ну, по 3 на брата у нас, в принципе, то же самое, да. И сегодня помельче, сегодня крупных не было. Ну, сегодня... А, был крупный, оторвал леску. О, бля, один раз клинит, сука, как? 0,2 порвал. 0,2 кило, бля, 0,2 Ну, в принципе, столько же, сколько и у нас. Ну, у нас сегодня даже такого нету. 5, да, получается? А у нас 9 на троих. А, у вас 6. А у нас 9 по 3 человека. Я угадал. По 3 рыбки на брата каждый. Россию вычистили уже, блядь, до последней рыбки, походу. Ну, Что у нас сегодня на ужин? тушенка. Не будем говорить это. Не будем говорить, что Нормальная же. лошадиная. Лошадиная, да. Лошадятина? Да, Да, конина. Канина. Первый раз вижу тушенку с канина. ну да. Канину ем, как бы, ну, натуральную канину, а тушенку еще не видел. Да, я в Адрес Лосинске. производителя Россия, Лосинский. Курганская область, город Курган. Это, ну, там И степи гречневая много. каша. А там курица с макаронами на столе. Ой, на печке. Печку только прикрыть, наверное, не? Это мы чуть-чуть сейчас прикроем. Не да. горело, А вот то она разгорелось. потухла совсем. Вот. Только-только Так что разгорелось. сегодня будет праздничный ужин опять. Гулять так гулять. Да. Но утки летят уже высоко. Может, еще на недельку останемся. Легко. Ну а что так вот, что, видишь, наварил, набрал. Живи тут. Не, ах. Там еще... Да и пофиг, что не клюет, да? Не клюет, вот это да. Да как это пофиг. Ой, завтра будет Сколько лунок клевать. нахерачить, уже 2 бура сломали. Завтра будет клевать. Завтра должно вообще быть. будет полная луна. Сегодня Полная, видел, она да. чуть-чуть не полная. Завтра полнолуние будет. То есть клевать будет послезавтра, как мы домой поедем. Вчера вот весело было, да? Они Праздничный говорили, день, что вчера 8 такое. марта же, это сегодня. Сегодня уже 9, похмелье. Сегодня похмелье. вообще-то 4. Ну, вчера было... Вчера было 8, сегодня 4. Сегодня... Видишь, какая у нас виртуальная реальность. Да, все перевернули. Захотел Да. 8, пожалуйста, будет Ладно. тебе 8. Да я сейчас... Захотел опять 4, опять 4. Опять 4. Блин, дядя Ваня